Почти повсеместная проблема этого лета – перебои с водоснабжением. Хотя для жителей села Сурхахи она актуальна круглый год. Отсутствие собственного резервуара лишает сельчан живительной влаги по каждому капризу погоды. С этим и рядом других вопросов обратился председатель общественного совета Магомед Аушев. У нас в селе нет резервуаров для воды. Только отключается свет, сразу прекращается водоснабжение. И на юго-восточной части нам нужно скважину. Одна скважина? Да, одну скважину и резервуары, потому что сразу вместе с этим вопрос о надежности электролиний. У нас только отключается, только капля дождя пройдет или ветер, сразу свет отключается. Потому что линии старые, вообще пора бы переходить на кабели. Один накопитель и одну скважину, по-моему, там проблему решила. Решила бы. Да, ясно, в принципе, подволокло то же самое. И была бы большая экономия энергии. Была бы. И подрядчик там работает в Лучи, в Брахмите. Да. Он говорит, никаких проблем, только дайте указания, я буду работать. Ясно. Уже второй год, как к новостройкам в Далаково не подведен газопровод. Самостоятельные подключения жителей за незаконностью газовики не раз отрезали. И вновь жильцы квартир лишаются голубого топлива. С этим вопросом и обратился к властям Батыр Гелисханов. Газопровод, стройка технически, газопровод хочет, а хочет бах возможность. На сегодняшний день незаконное подключение отключали желательно, да, схолчить, у куда на баха хороший. Также жители этого села волнует и вопрос безопасности на дорогах. За последнее время, по словам Салмана Манкиева, по улице Кульбужева участились несчастные случаи. Трассы, нет тротуара, дети доходят, интенсивное движение утром и вечером детей, да и всех людей на этом участке. Там нет тротуара. По улице Кульбужева есть решение, предусмотрено строительство тротуара. Но только не в текущем году, а в следующем году. Среди обратившихся и люди, которые занимаются крестьянско-фермерским хозяйством. Фермеры просят властей помочь в реализации продукции, обязав местный молочный комбинат закупать товар у них. Это, в свою очередь, поспособствует созданию новых рабочих мест. Надо конкретно закрепить одного фермера, чтобы он организовал закуп молока у населения, чтобы каждая женщина могла у себя дома производить молоко и сдавать его, чтобы она знала, утром она уносит 2 ведра, чтобы она возьмет там 300, 400, там 500 тысяч рублей. Это реальный доход будет для любой семьи. И люди заинтересуются. И обязательно этого фермера, чтобы он обеспечивал кормами и дойными аппаратами. Представители власти вот уже 2 дня проводят прием граждан во всех районах республики. В преддверии диалога с народом выслушивают обращения жителей, стараясь решить вопросы в оперативном порядке. Основная тематика вопросов касалась, конечно же, это сфера жилищно-коммунального хозяйства и безработица, обеспечение населения рабочими местами. Среди вопросов, заданных сегодня, можно особо выделить, отметить, наверное, это вопросы газа и водоснабжения и вопросы по созданию, был интересный такой вопрос, предложение по созданию рабочих мест для жителей массовых. Комиссии жители были выслушаны, вопросы были выслушаны, они переданы для рассмотрения в приемную главы правительства Республики Ингушетия и будут рассмотрены в первоочередном порядке. Буквально, я думаю, что в течение недели они уже будут, по ним будут результаты. Те же, кто по каким-либо причинам не смог попасть на прием сегодня, сможет задать свой вопрос главе республики в прямом эфире национального канала. Ева Ужахова, Магомед Урусханов, Новости 24.